Главные события среды 13 марта в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. Россия – Дом народов. Форум под таким названием открылся в Москве. Среди участников – общественные деятели, духовенство и многодетные родители. Новый стратегический указ главы Якутии призван повысить качество жизни жителей Арктики. В центре внимания вопросы занятости и досуга, связи и транспортной доступности. Создание атмосферы сотрудничества и партнерства. В республике проходит 12-й гражданский форум. Будущее начинается сегодня. Фестиваль семьи в Якутске собрал более 1500 участников. И спектакль со 125-летней историей. Театр оперы и балета готовит постановку Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». Россия – Дом народов. Форум под таким названием открылся в Москве. Среди участников – общественные деятели, в том числе и из других стран, представители духовенства, а также многодетные родители. Они обсудили ценностные ориентиры, на которых основывается наша страна. Кроме того, одной из тем стала поддержка развития и популяризация в обществе образа отца и матери. Якутию представила семья Ивановых. Подробности знает Максим Кардозу. Семья Ивановых из Усть-Майского района – обладатель гран-при республиканского конкурса «Интернациональная педагогическая семья». Оба родителя работают с детьми, а их 4 сыновей занимаются спортом и творчеством. И неудивительно, что именно Ивановых выбрали делегатами от Якутии на форум «Россия. Дом народов». В Москве они оказались впервые и с удовольствием делятся своими впечатлениями. Мы впервые в Москве. Очень рады. Много впечатлений. Посещали уже за 2 дня Москвариум, ВДНХ, Диснейленд, еще планируем аквапарк. В этом форуме мы много узнали, дети очень рады. Главная задача форума – поддержка, укрепление и развитие семейных ценностей, а также популяризация в обществе традиционных ориентиров. Особенно это актуально в год семьи, коим 2024 был объявлен президентом страны. В центре внимания и многодетные мамы, которые сегодня доказывают, ничто не мешает развиваться. Главное – желание. Мы сейчас начинаем по-другому на это смотреть, и вот те женщины, те мамы, которые приехали сюда, они показывают, что это можно совмещать и с активной гражданской позицией, и с работой. Здесь и художники, фотографы, волонтеры. И что очень важно, те мамы, которые участвуют в наших проектах, делают все, чтобы межнациональный и межрелигиозный мир и согласие в нашей стране сохранялись. Форум собрал сотни участников из 30 стран. Это не только представители наших соседей, но и делегаты из Юго-Восточной Азии и даже Западной Европы. Но основной упор все-таки сделан на семьи из российских регионов. Сила России в единстве. Россия дает пример, которого нет в мире больше нигде. Ни в одной другой стране не проживает так много национальностей. И несмотря на роль большую русского государствообразующего народа, все остальные народы чувствуют Россию своим домом. Отдельные сессии форума были посвящены образованию детей, развитию и поддержке традиций разных народов, обсудили и цифровые технологии. По итогам организаторы обещали собрать самые интересные предложения делегатов по всем темам и передать их в Совет Федерации, а также в другие профильные ведомства. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. В Якутске стартовал 12-й гражданский форум, посвященный Году семьи в России и Году детства в Якутии. По словам главы республики, гражданский форум станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов, объединит единомышленников и задаст новые векторы для развития гражданского общества. Одним из первых собрались участники дискуссионной площадки «Духовно-нравственное воспитание. Традиционные ценности в современном мире». Именно здесь обсуждали вопросы семейного воспитания детей на основе идей традиционных духовно-нравственных ценностей. Предложения войдут в основу общего документа, который будет направлен в ведомство республики. Конечно, наша сейчас основная задача – это привлечение молодежи, учащихся на наши мероприятия, на наше ямщицкое движение. Целью сохранения, возрождения исторического, духовного и культурного наследия наших предков. С 2022 года начали проводить этноквесты. Квесты по бывшим почтовым станциям. Мне кажется, ребятам это очень интересно, и они вот прикасаются к своей истории. Это, конечно, воспитание любви к своей малой родине.
В рамках гражданского форума, который проходит в Якутске, также в одном из дискуссионных площадок прошла стратегическая сессия по семейной политике. В мероприятии приняли участие многодетные и приемные семьи, общественные организации, представители опеки, центров занятости и многие другие. На сессии обсудили план года семьи в России, год детства в республике, реализация которого направлена на совершенствование положений семей с детьми. Приоритетные цели поставили и на укрепление у детей и молодежи семейных ценностей, а также включили культурно-массовые, спортивные и общественные мероприятия. Сегодня постараемся обсудить реализацию указа президента Российской Федерации о социальной поддержке многодетных семей. Это важнейший на сегодняшний день документ, который должен перезагрузить нашу семейную и демографическую политику, но в нем есть региональный компонент, с которым нужно достаточно серьезно работать. И, как президент сказал в послании, мы прежде всего должны учитывать интересы семей, советоваться с ними. Вот сегодня мы будем как раз советоваться с семьями, каким образом лучше всего и в какой последовательности должны быть реализованы эти меры. Глава Якутии Айсан Николаев своим указом определил меры, которые позволят к 2030 году повысить качество жизни и показатели социального развития арктической зоны республики не ниже среднероссийских. Они касаются решения вопросов занятости и досуга жителей, связи и транспортной доступности, а также обновления социальной инфраструктуры. В своем указе глава региона определил 3 приоритетных направления госполитики в арктической зоне. Кроме роста качества жизни населения, к ним отнесены модернизация социальной инфраструктуры и создание комфортного пространства для закрепления населения. Также прирост инвестиций в основной капитал не менее чем в 5 раз к уровню 2023 года. В Якутии продолжается дополнительное обеспечение оснащением и снаряжением участников СВО. Ведется работа по апробации готовых изделий для применения в зоне действия спецоперации. Получены положительные заключения на готовые изделия якутских производителей. Помимо этого, на прошлой неделе в Ростов-на-Дону через автофургон отправлены 2 единицы автомобилей техники – это УАЗ «Патриот» и «Нива». Также отправлены 2 «Бергена», а также противоосколочные изделия якутских производителей, индивидуальные пологи и противоосколочные панели для укрытия УАЗов-санитарок. Хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить жителей республики, граждан простых, органов местного самоуправления, предприятий, организаций за активную эту помощь. Также по линии оперативного штаба мы направили в зону специальной военной операции для апробации 2 единицы техники. Это техника повышенной проходимости. Глава Нерюнгри Илья Гудошник провел встречу с представителями некоммерческих организаций и общественниками, на которой обсуждались различные вопросы, волнующие горожан. На встрече побывала и наша съемочная группа. Свою встречу с представителями некоммерческих и общественных организаций глава Нерюнгри Илья Гудошник начал с рассказа о проделанной работе в 2023 году и поделился планами на текущий, отметив важность взаимодействия муниципальной власти и гражданского общества. Сегодня прошла встреча не просто с некоммерческими организациями, сегодня прошла практически встреча с жителями города, потому что вопросы касались не только НКОшек, а еще касались именно благоустройства, каких-то личных вопросов. Где-то мы не рассматриваем, может, в плане моментов уборки какой-то и так далее и тому подобное. Сегодня были живые вопросы, живое общение, час 10 проговорить с глазу на глаз, это такая история очень хорошая. Были вопросы достаточно живые, они касались как и личного характера, так и публичного, общественного. Одной из главных проблем, которые обсуждались на встрече, по традиции стал ремонт дорог и тротуаров. Вопрос детского летнего отдыха, тема организации досуга для горожан, благоустройства и строительства новых общественных пространств. У меня был вопрос первый, это по отсутствие сквер и вообще площадок отдыха на Чурапче. Потому что везде строится, везде замечательно. И фраза много скверов не бывает. И Чурапчинский район этому доказательство. Потому что ни пожилые не могут выйти, негде посидеть, пообщаться, ни мамам с детками выйти. Потому что во дворах, да, стоят качельки, но сквер – это совершенно другое. Во время диалога с общественниками многие проблемы сразу нашли решение. Ну а ряд вопросов взят на личный контроль главой города. И положительное решение по ним будет принято в самое ближайшее время. Возник такой вопрос в плане помощи, чтобы нам выделялись площадки для улучшения качества вождения. То есть то, что
дается в автошколах любым мотоциклистам, понятно, даются азы, которые даются на площадке, которые потом в городе как бы применяются, но не особо, потому что в городе интенсивное движение, естественно, это опасно. Мы хотим улучшить качество вождения мотоциклистов, которые только-только получили права. Может, даже кто-то давно получил права, но боится ездить на мотоцикле. Мы хотим, чтобы люди были уверены в себе, люди не нарушали ПДД, ездили правильно и свое здоровье и жизнь, естественно, берегли. В завершении встречи Илья Гудошник поблагодарил собравшихся за ту большую работу, которую ведут общественные организации со всеми слоями населения. И выразил уверенность, что плодотворное сотрудничество муниципальных властей и общественников будет продолжено. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. В рамках реализации программы газификации Якутии будут подключены к газу жители 30 населенных пунктов в Алданском, Ленском, Нерюнгринском и Алекминском районах республики. В этом году специалисты уже приступили к практической реализации программы. Уже строятся новые газопроводы, которые до конца 2026 года должны обеспечить природным газом порядка 30 ранее негазифицированных поселков и городов. Для этого газопроводы будут подключены к магистральному «Сила Сибири». Общая протяженность новых газопроводов составит более 500 километров для подключения более 8 тысяч домов якутян. Техническое перевооружение на Айхальском ГОКе позволит увеличить добычу горной массы. Подробности знают наши коллеги. Одни из самых креативных авторов фабрики идей работают в Айхальском ГОК. В 2023 году сотрудники подали больше 2500 предложений и выполнили план на 123%. Это один из показателей производственной системы. Об этом рассказали руководители Айхальского ГОК на ежегодном хозактиве предприятия. В 2023 году на комбинате заработал ремонтно-специализированный цех для восстановления и изготовления запчастей. Это помогло повысить качество обслуживания, сократить сроки ремонта и избежать простоя в технике. В карьере юбилейной внедрили систему «Красная опасная зона» для обеспечения безопасной работы. Свет проекторов показывает водителям самосвалов, бульдозеров и другим сотрудникам границы опасной зоны экскаватора. Также на руднике Айхал ускорили выявление и устранение бытовых и производственных неудобств с помощью доски решения проблем. Обсудили и планы текущего года. В рамках техперевооружения закупят 12 автосамосвалов, 4 грохота, 2 буровые установки для открытых горных работ, экскаватор и другое. Одно из важных направлений – трансформация производства. Фокус на подземные горные работы на руднике Айхал. Первое направление – это автоматизированная система управления подземными работами. Конечная цель – это повысить коэффициент использования ПДМ и шахтных автосамосвалов. И второе направление – это внедрение автоматизированной системы управления Blastmaker Underground в части буровзрывных работ, позволит оптимизировать затраты на материально-технические ресурсы и повысить качество взрывных работ. Из производственных планов обновление техники на карьере юбилейной и горные работы на трубке «Заря». Это позволит добыть 15,5 миллионов кубических метров горной массы и 7,5 миллионов карат алмазов. Обеспечение качественным питанием, в частности местной продукции школ и детских садов, стало главной темой обсуждения на круглом столе. Мероприятие прошло по инициативе народных депутатов Илтумена, где собрались директора школ, технологи и ученые. Сейчас в каждой школе и детском саду специально для детей готовят горячие блюда. Составляется меню, где большое внимание уделяется местной продукции. Обычно это мясо, рыба и молочная продукция. Тем не менее, проблем сегодня много, поэтому сейчас народные депутаты готовят закон о питании детей в школах и детских садах. Большой интерес именно народных депутатов вызывает эта тема, потому что мы должны увеличить финансирование за питание детей в школах, обратить внимание на качество организации горячего питания. Мы финансирование уже предусмотрели по инициативе спикера нашего парламента Алексея Ильича Еремеева на 100 миллионов по витаминизации. Мы начали с омеги-3. По договору с Сахалином должны уже с сентября этого учебного года обеспечить все школы, все детские сады нашей республики. Фестиваль семьи «Будущее» начинается сегодня, собрал более 1500 человек. Это ученики, студенты и родители с детьми. Посвященный году семьи и году детства, фестиваль проходил на 3 отдельных площадках. Семья и здоровье, традиции и современность и патриотическое воспитание, с чего начинается Родина. Подробности о ходе мероприятия расскажет Тимур Колмогоров.
Куклы-мышонка и белочки буквально не разлей вода. Даже носят одежду одинакового цвета. Созданные принципом валяния шерсти, их сделала ученица 2 класса Нелли Петрова вместе со своей мамой Анастасией. Их старания не остались незамеченными и принесли победу в конкурсе выставки «Рукотворная игрушка». Нам очень понравился этот конкурс. В год семьи очень важно проводить такие конкурсы. У нас, в общем, очень творческая семья. Я иногда вяжу. Бабушка с дедушкой тоже очень любят рисовать. Старшая дочка тоже очень любит рисовать и ходит на графический дизайн, рисует на бумажке и на телефоне. Фестиваль семьи состоял из нескольких площадок. Одна из них – «Семья и здоровье». Ее участники обсудили вопросы здравоохранения в школах республики. Самыми важными для родителей были темы организации медицинского обслуживания, здорового питания, а также создания условий для детей с особыми потребностями. Все три темы очень важные. О них, наверное, долго действительно идут разговоры, причем темы, которые волнуют не только родителей, педагогов нашего города, республики, но и всей страны. Потому что если взять, например, вопросы школьной медицины, то сегодня действительно это очень болевая такая точка для очень многих образовательных учреждений. В рамках площадки «Традиции и современность» прошел мастер-класс по составлению родословной «Моя семья. Мои истоки» от Национального архива республики. Третья площадка стала полем для проведения круглого стола на тему «Патриотическое воспитание. С чего начинается Родина?». У нас в городе уже имеется опыт, прекрасный опыт реализации проектов по патриотическому воспитанию в дошкольных образовательных учреждениях. И эти проекты называются «Детские секреты столицы», которые реализуются в нашем городе уже 4 года, реализовывались. Каждый год название и тематика проекта меняется. В фестивале «Будущее начинается сегодня» приняло участие более 1500 человек. Это школьники, студенты, их родители, региональные и федеральные эксперты. Кроме того, именно в его рамках прошел конкурс-выставка «Рукотворная игрушка». Для участия в нем семьи вышли во всероссийский семейный проект «Всей семьей», зарегистрировавшись на сайте всейсемьей.рф. Уникальность этой площадки, она заключается в том, что мы здесь, она более такая практикоориентированная, направлена именно на те практики семейных проектов и программ, которые реализуются в городе Якутске. И мы хотим, чтобы в целом в нашей республике работа, проводимая по поддержке семьи, семейных ценностей, патриотического воспитания, она имела, конечно, широкое распространение. Посвященный Году семьи и Году детства, фестиваль семьи стал еще одним шагом вперед для реализации нацпроектов России. Одним из таких является новый национальный проект «Семья», о котором в своем послании Федеральному собранию объявил президент Владимир Путин. По проекту россиянам будут увеличены выплаты за первого, второго и последующих детей, а программы поддержки семей будут продлены до 2030 года. Тимур Колмогоров, Айлита Махно, Якутск. В Якутске тем временем подводят итоги реализации первого в стране проекта социального воздействия по сопровождаемому проживанию инвалидов. В регионе данный проект реализуется с 2021 года. В апреле планируется проведение независимой оценки достижения социального эффекта. Сколько было отобрано участников и что они получили во время проекта, знает Даяна Федорова. В рамках межрегиональной конференции развернулась выставка-ярмарка изделий, произведенных в ремесленных и творческих мастерских Якутии, а также мастер-классы по изготовлению сувенирных изделий якутского оберега, якутяночки и кабошона. Ребята, которые из семей приходят в отделение сопровождаемого проживания на развивающие занятия, они вместе участвуют в городских мероприятиях, развивают свои социальные, коммуникативные навыки и все, что требуется человеку для самостоятельной, достойной жизни.
Помимо этого, Центр адаптивной и спортивно-физической культуры для участников выставки развернул 3 вида настольных игр. Традиционная игра «Хавлык-Хамская», игра «Кульбутта», суть которой заключается в том, чтобы разложить разноцветные шарики по лункам, а также «Джаккала», где необходимо загнать 30 деревянных шайб в специальное отверстие. Эти игры развивают координацию движения, глазомер, чувствительность, реакцию. Они очень влияют на психологию человека. Эти игры играют с детского сада и до глубокой старости. Для подведения итогов и предварительной оценки результатов проекта состоялась межрегиональная конференция, основными темами которой стали в том числе перспективы масштабирования специализированных технологий в Якутии. Мы мониторили его все 3 года, постоянно, ежеквартально, а иногда и чаще. Мы, как операторы, оцениваем его достаточно высоко, потому что, по нашему мнению, все запланированные эффекты достигнуты. Для участия в данном проекте были отобраны 12 человек из стационарных организаций и 25 ребят из семей. Участники проекта не просто учились самостоятельной жизни, но и получили во время проекта трудовые навыки. 12 человек, которые согласились, у нас прошли такое учебное, так скажем, сопровождаемое проживание. Уже в этом году, вот в этом месяце этот проект заканчивается, и с апреля месяца эту технологию мы уже будем, как министерство, далее продолжать реализовывать уже, так скажем, сами. За все время работы реализации проекта сделано многое. Перевыполнены установленные показатели достижения социального эффекта. Данный проект послужил толчком для масштабирования технологии сопровождаемого проживания в Якутии. Даяна Федорова, Иван Саракумов, Якутск. Расчетная численность овцебыков, которых начали расселять в арктических районах Якутии в 1996 году, выросла до 6,5 тысяч особей. С 1996 по 2017 годы на территории 4 арктических районов региона выпустили около 190 овцебыков. Там основаны устойчивые популяции животных. Специалисты считают, что расширение ареала овцебыка позволит восстановить биоразнообразие северных экосистем. Всего на территории Якутии имеются пригодные для существования вида тундровые пастбища, которые не используются в домашнем оленеводстве. Специалисты прогнозируют, что со временем популяция овцебыка в регионе смогут занять экологическую нишу пустующих тундровых зон. Государственный театр оперы и балета представит оперу, которой 125 лет со дня первого представления. Уже в эту субботу на сцене театра состоится оперный спектакль Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». Сам спектакль состоится с приглашенным именитым дирижером, заслуженным деятелем искусств Республики Башкортостан Германом Ким. С сюжетом знакомилась моя коллега Марфирина Алексеева. Драматическая опера была написана в 1899 году выдающимся композитором Николаем Римским-Корсаковым. Опера является жемчужиной русской классической музыки. Сюжет спектакля основан на одноименной исторической драме Льва Мэя и рассказывает историю любви между Марфой и Григорием. Действие разворачивается на фоне исторических событий и интриг при дворе Ивана Грозного. Сюжет отличается глубиной и сложностью, яркими и выразительными музыкальными образами, которые переносят зрителей в атмосферу царской Руси и придают спектаклю неповторимый колорит. Основана на 2 контрастных темах. А в центре это трагическая судьба Марфы также. То есть это контрастом идет сразу. Начинается увертюра большая оперы, и тут зритель уже понимает, насколько это вот такая масштабная громадина. Трагическая судьба 3-й жены царя Ивана Грозного, умершая через 16 дней после свадьбы от неизвестной болезни. Как отмечает режиссер, роль и партии главных героев желают сыграть и спеть многие артисты. Опера является любимым произведением многих театров. Так, главную роль Марфы будет исполнять Мария Шапошникова. В феврале этого года она стала лауреатом на международном вокальном конкурсе, посвященном 180-летию композитора Николая Римского-Корсакова. Народный артист республики Александр Емельянов сыграет партию опричника Григория Грязнова, который впервые исполнял в 2006 году как дипломную работу по окончании АГИКИ. Заранее прийти, за 2 часа, за 3 часа приходит, настраиваешься, успокаиваешься, готовишься, слова вспоминаешь,
Ну и входишь в образ постепенно. Ну, уже начинаешь меняться, уже походка меняется, мимика меняется и так далее. Внутренние ощущения уже. Грязной, он прямой, взрывной, он любит свободу, любит Марфу, царскую невесту. Оперный спектакль пройдет в 3 действиях на протяжении более 2 часов и состоится 16 марта в 17 часов. Таким увидели этот день наши корреспонденты, ну а я с вами прощаюсь. Ровно в 20:30 на телеканале «Якутия-24» смотрите обращение главы республики Айсена Николаева.